Республика аекономикатәи афинанстәи асоциалтә иҭагылазаашьа ашәахтәқәа реизгара шымҩаԥысуа уҳәа азҵаарақәа жәпакы ирылацәажәеит Аԥсны ахадара аульҳаџьымба имҩаԥигаз аилацәажәараҿы. Уи иалахәын атәылахада ихаҭыԥуаҩ Витали Габниа, аԥыза-министр Артур Амқәаб, аминистрцәа, араионқәеи ақалақьқәеи рнапхгаҩцәа. Аилацәажәара хықәкыс иаман ареспубликаҿы иҟоу аекономикатә лшарақәеи Урыстәыла иҟанаҵо афинанстә цхыраара ирхархәарала аҭагылазаашьа зеиԥшроу азы алкаақәа рыҟаҵара. Иахьа уажәраанӡа иҟам макьана аусурақәа иара азакәан ишаҳәо ала исаҳауеит анаарра ицәырҵуа азҵаарақәа иуеилдыркаауеит џьара-џьара ҳарҭ ҳшахьымӡаз ишаҳзыҟамҵаз уаҩҵас азгәаҭарақәа. Иахьа уажәраанӡа иумбар залшом аԥхьа-аԥхьа хәыҷӡак хара маӡамкәан аԥсшьацәа ааиаанӡа ҳақалақьқәа, ҳамҩақәа рхаҿԥшра даҽакала ишыҟаз, ацхыраара хәыҷқәак ҳауаажәлар иҳарҭоз ала, даҽакала ҳхымҩаԥгашьа шыҟаз. Иахьа ауааԥсыра рацәахеит. Амҩақәа рҿы иумбар залшом иахьа иҟоу агәамсам абри зегьы иаарласны аус аду ҳулартә еиԥш аҭагылазаашьа ҟаҳҵар. В последнее время я слышу разговоры о том, что там, то тут не доплатили, не получили зарплаты, пенсии, мол, не дошли. Хочу открыто еще раз заявить. Пенсии и заработные платы, которые причитаются нашим людям в тех размерах, которые были ранее установлены, все до единого рубля, без остановки каких-либо, как говорится, переходов на другие дни, выплачиваются. Могу смело заявить о том, что все те деньги, которые причитались по районам и по городам, о которых мы заявляли, как повышение заработной платы отдельным категориям бюджетников, мы свои обязательства, исходя из тех возможностей, которые есть у Гагры, Гудаута, Сухум, Ачамчира, Хварчал, Гал, и самая худшая ситуация, честно говоря, пока Сухумский район. Но не от того, что глава или кто-то там плохо работает, или не хотят они этих решений, а просто те обстоятельства, которые там складываются, не позволили в полном объеме решить эти задачи. Но львиная доля всех этих работ выполнена. Да, худшая ситуация в республиканском бюджете. Да, мы не можем пока, как говорится, выполнить те обязательства, которые взяли. Но хочу заверить всех нигилистов в том, что мы всю ту задачу, которую поставили перед собой, выполним. Все платежи будут произведены. И еще раз обращаюсь ко всем и хочу, чтобы все знали. Трудно, основываясь на бюджете собственных возможностей, решать все эти задачи. Тем более, когда мы за последние годы привыкли и очень жестко привязаны к российской финансовой помощи. Я еще раз повторю, та российская финансовая помощь, которая шла в течение последних лет, если бы с первых дней, с первых месяцев была бы нацелена на экономическое развитие Абхазии, может, мы с вами бы, не может быть, а я уверен, не имели бы того положения дел, которое сегодня складывается в стране. И поэтому мы ставим задачу решать эти вопросы, как бы ни было там трудно, так как мы считаем важным для нашего государства. Меня никто не сумеет переубедить в том, что у Абхазии нет тех возможностей, которые могли бы в большинстве своем решить наши задачи. Сегодня ни для кого не секрет. На границе по реке Псоу проходит ежедневно на ту и на другую сторону пересекает порядка 43-50 тысяч человек. Страна должна получить от этого потока какие-то дивиденды. А дивиденды возможны от качественной работы соответствующих структур. И в первую очередь глав администраций, городов и районов и структур, которые входят в систему фискальных органов. Это касается таможенной структуры, которая на границе должна активно работать. Это касается налоговой. Это касается всех нас вместе. Это касается вопросов безопасности людей, находящихся на территории Абхазии в качестве отдыхающих. Слышу опять,
что криминогенная ситуация в Абхазии усложнилась. Хоть одну цифру, хоть один довод в подтверждение этого аргумента привести вряд ли кто сможет. Да, есть количество преступлений, совершаемых нашими гражданами по отношению к людям, въезжающим в качестве туристов к нам. Но могу заметить, в разговоре с тем же послом Российской Федерации им было замечено, что последние 2-3 года все те преступления, которые совершались на территории Абхазии, вынуждали туристов обращаться к послу, к работникам посольства для того, чтобы получить соответствующие документы для выезда с территории Абхазии на территорию Российской Федерации. И много было жалоб. Сегодня, к счастью, не от того, что мы все сделали идеально, но есть работы уже, которые свидетельствуют о том, что ситуация меняется. И посол об этом говорит, что количество людей, обращающихся по этим вопросам, намного уменьшилось, несмотря на то, что количество въезжающих в Абхазию возросло в несколько раз. Теперь, что касается облика наших городов и дорог. Перед началом сезона была более-менее ситуация контролируемая. Были инициативы наших граждан, что позволило хоть как-то изменить облик наших городов и дорог. Сегодня инициатива поутухла, и у государства сегодня таких возможностей больших нет, но это не означает, что наши дороги должны оставаться такими, какими я их вижу. Вчера, позавчера, проезжая по ним, нам нужно определиться, в первую очередь, кабинету министров, руководству, кто конкретно будет заниматься этими работами. Я хотел бы теперь выслушать и налоговую, и таможенную структуру. Внешнеторговый оборот республики за первое полугодие 2015 года составил 11 миллиардов 918 миллионов рублей, что на 2 миллиарда 685 миллионов больше, чем за аналогичный период 2014 года. По импортным операциям товарооборот составил 9 миллиардов 163 миллиона, по экспортным 2 миллиарда 754 миллиона. По данным на начало июля 2015 года таможенными органами в виде таможенных платежей начислено 465 миллионов рублей. Это на 84 миллиона 465. Больше. Да, 465 миллионов. Ну, на сегодняшний день практически у меня цифра 500 миллионов зачислена. Но на первое число так. Это на 84 миллиона больше, чем за аналогичный период. Что касается состояния на посту ПСО, президент уже сказал, пассажиропоток у нас резко возрос. Средняя цифра на сегодняшний день это 42 тысячи человек, которые за сутки пересекают границу, и до 6 тысяч видов автотранспорта. Это автобус. Вопрос. Из 42 тысяч человек количество граждан Абхазии, количество людей, приходящих и уходящих в качестве туристов? Рауль Джимович, такую статистику мы не ведем. Плохо, что вы не ведете. У вас должна быть эта статистика, потому что вы видите категория людей, пересекающих границу и сопрягающих свой переход с вашей структурой. Они проходят и везут какие-то грузы. Раз вы их фиксируете, то вы, значит, должны знать, кто за этими грузами стоит и какое количество людей занимается перевозкой. Я понял, мы начнем такую статистику вести. Что касается ЖД-транспорта, конечно, большое облегчение электричка принесла, которую в этом году запустили. В среднем у нас 1200 человек прибывает в сутки на электричке и около 800 человек убывает на ней. Также у нас ходят 3 поезда дальнего следования. Там примерно такая же ситуация, около 2200 человек у нас прибывает и где-то 1800 человек убывает в сутки, но с приближением окончания сезона, конечно, сальдо меняется, все больше человек у нас на сегодняшний день возвращаются в Российскую Федерацию. То положение дел, которое складывается в стране, и вообще те возможности, которые есть у нас с вами, требуют более жесткого контроля и подхода. И тогда наши результаты будут совершенно другими. 11 миллиардов торгового оборота. Осталось еще сколько месяцев? 4 месяца. Получим мы еще какое-то количество. Насколько оно превысит предыдущий торговый оборот?
торговый предыдущий оборот составляет порядка 17 миллиардов. А мы с вами уже неоднократно говорили, что объемы торгового оборота у нас с вами совершенно другие, далеко отличающиеся от реальности. Вернее, от тех цифр, которые мы с вами имеем. Поэтому я просил бы вас еще раз по работе именно вашей структуры уделить серьезное внимание. На сегодняшний день, значит, в бюджет поступил 1 миллиард 190 миллионов. В прошлом году, значит, у нас на этот период было меньше на 190 миллионов. Основные платежи мы ждем, это, конечно, у нас получается август и сентябрь. Налог на прибыль, вы знаете, платится в квартал раз, поэтому предприятия, которые выходят на прибыль, будут платить только после 15-20 октября. Основной платеж сейчас это НДС. Если взять деятельность наших мини-гостиниц частного сектора, вы знаете, что перед началом сезона, когда мы провели инвентаризацию, мы увеличили койку на 4500 штук. Сейчас что получается? У нас поступило в 2 раза больше от деятельности мини-гостиниц. Если взять в 2014 году, у нас что получается? Всего мы собрали 4 миллиона. То сегодня у нас собрано 9 миллионов 370 тысяч. Это только по мини-гостиницам. Частный сектор, который мы сдаем, жилье, вы знаете, что там ставки маленькие, 400 рублей должен платить за койку в месяц. Это при том мы сделали хороший охват, и получается, что мы в том году было собрано у нас 2 миллиона 700, а в этом году собрано 4 300. В целом, получается, по частному сектору у нас увеличение на 7 миллионов. Было в том году 6 700, в этом году 13 700. Здесь немножко есть маленькие проблемы. Это частный сектор. У нас и по Гагре были проблемы. Не все хотят расставаться с деньгами, сами знаете. Говорят, лето короткое, сезон. И потом, в общем-то, есть какие-то определенные трудности. Есть случаи, когда нас вообще и домой не пускают. Я уже вам докладывал. Есть разные проблемы, но мы с ними справляемся, решаемся. Что касается автотранспорта, мы в этом году провели ряд мероприятий, особенно с МВД, и у нас получается, что сегодня у нас на учете стоит больше 1000 единиц автотранспорта. Это на 180 единиц больше, чем в прошлом году. Если взять поступление, мы собрали на 1 миллион 200 тысяч больше, чем в прошлом году за аналогичный период, только от деятельности транспорта. Что касается транспорта, я уже вам докладывал, это я называю те, которые стоят у нас на учете, взяли налоговый номер, индивидуальный налоговый номер. А те, которые работают от транспорта, они на учете у нас не стоят, там совсем другая форма. Я говорю только о тех, которые мы вот администрируем. Их больше 1000. Мы поставили больше на 180 человек, чем в прошлом году. Работать мы продолжаем, там есть проблемы, но вот сейчас мы еще раз организуем в среду мероприятие. Туда должны подключиться Минэкономика, то, о чем мы с вами говорили здесь. Астамур Шаликович, по поводу транспорта, то, что мы с вами говорили, к сожалению, у нас ничего пока не изменилось. Все эти вопросы достаточно серьезно сказываются на ситуацию в этой отрасли. Город датирует, мы датируем, при этом ни черта, откровенно говоря, в этой ситуации не меняется. Платежи по налогам, да, изменились, тоже так же, как и в таможне. Резервов предостаточно еще. Могу сказать это открыто и смело. Мы с вами еще немногое сделали, чтобы сказать о том, что у нас исчерпан ресурс. То, что мы с вами зафиксировали еще некое количество гостиниц, это еще не значит о том, что ситуация в стране сразу, как говорится, изменится в лучшую сторону. Давайте мы начнем сейчас с глав администрации. Если говорить в целом о ситуации, которая складывается в Гагрском районе в ходе этого летнего-курортного сезона, конечно же, он проходит успешно. Такого количества отдыхающих за весь послевоенный период времени наверняка не было на территории Абхазии. Тем более в Гагрском районе общеизвестно, что большая часть курортников, пересекающих границу, выбирают местом своего отдыха Гагру. И, конечно же, все коммунальные службы города, все структурные подразделения администрации делают все возможное для того, чтобы этот курортный сезон прошел успешно, и все те обязательства, которые лежат на нас, были исполнены. Но нельзя не сказать о следующем. Такие нагрузки, я бы сказал, колоссальные, на некоторые сферы влияют не совсем, скажем так,
позитивно. Я бы хотел остановиться на одной проблеме, которая сложилась в этом сезоне в нашем районе. Это энергетика. Те колоссальные нагрузки, пиковые, так скажем, привели к критической ситуации. Это определение не мое, это определение руководителей руководства Черноморэнерго, которое я вынужден был созвать на днях буквально в Гагарском районе. Мы провели такой импровизированный, скажем так, актив. Представители тех улиц, где территориально вот тех подстанций, которые испытывают пиковые нагрузки. Сейчас технически называть эти подстанции, наверное, информативно ничего не скажут, но определенные улицы, это улица Гуместинская, Гечба, часть улицы Соснолива, та прибрежная часть города, которая испытывает те нагрузки. И в результате вот того совещания мы определили, что есть крайняя необходимость переходить на верную подачу электричества. Это крайняя необходимость, иначе просто там мощная подстанция Гагра-1, которая вошла в конечном итоге в эту инвестпрограмму по ее замене, она просто-напросто выйдет из строя и весь город обесточится. И поэтому население тоже с пониманием к этому отнеслось, приняло этот веер. Мы этот график объявили, дали по телевидению, объяснили населению. Руководство Черноморэнерго практически в полном составе было. Это главная проблема, которую сегодня испытывают жители и гости города. И думаю, что еще недели-две это пиковые нагрузки будут продолжаться, и мы не сможем отойти от этого верного отключения. Мы пошли на разные пути, мы экстренно приобрели новые трансформаторы мощностью 1000 Вт и так далее, оперативно ее доставили, но для понимания это не решает проблему. Сколько бы трансформаторов мы не поставили в городе, потому что те, которые поверхностно понимают эту ситуацию, говорят, неужели город Гагра не нашел денег для трансформаторов? Нашел, и Черноморэнерго имеет эти деньги, в чьи непосредственно обязанности входит, но это не решает задачу. То есть та подстанция 50 какого-то года, которая стоит, снабжает наш город, он нуждается в полной реконструкции. А если быть точнее, замене. Эти суммы порядка 200 миллионов рублей. Вы знаете, мы их отразили в инвестпрограмме последующих годов. Это было сделано и прошла экспертизу, и ждем реализацию этой инвестпрограммы для того, чтобы энергетический вопрос закрыть. Это главная проблема, с которой я начал. Что касается остальных показателей района, должен сказать, что первое полугодие этого года в финансовом плане, в плане обязательств бюджетных и по расходной, и по доходной части, можно назвать его успешным. Мы выполнили плановые показатели этого года, в некоторой части даже перевыполнили. Если брать сравнительный анализ за полугодие прошлого года, то практически на 30 миллионов составило перевыполнение доходной части бюджета, что в конечном итоге нам позволило выйти из ситуации с хорошими результатами по выплатам заработных плат всем категориям бюджетников по нашему району с повышением заработной платы, с полной индексацией с 1 января. На сегодняшний день, да, в принципе, уже и в марте, и в апреле у нас не было никаких обязательств бюджетных перед нашими бюджетниками, финансовых обязательств. Это все было выполнено, в том числе благодаря той позитивной динамике поступления бюджетных средств. Чем это было обеспечено, там, в том числе и методами налогового администрирования, о чем говорил министр в своем докладе. Это и те результаты, которые мы совместно с налоговой провели по выявлению и учету койко-мест, что привело дополнительно к более 2000 койко-местам, которые в конечном итоге показывают нам такие цифры. Но мы убеждены в том, что июль и август, июль закончился, но итоги июля пока они войдут в очередной квартал, август и сентябрь, если также успешно пройдут, те бюджетные обязательства, которые были взяты на себя, они все будут выполнены. Для понимания, для того, чтобы выполнить доходную часть бюджета текущего года, мы должны собрать на 94 миллиона больше рублей, чем за аналогичный период прошлого года. Это практически 20% увеличения роста. Я считаю, что это серьезная планка, и вместе с налоговой мы должны будем ее взять. Что касается налоговых поступлений, еще раз хочу заметить, в ответ на разные суждения о том, что власть подняла эти налоги, ни один вид налогов за все эти месяцы и год с лишним никто никаким образом не поднимал. Если что-то и выросло в качестве поступлений, то это путем администрирования только. Никаких пока еще процессов повышения налогов не было. Я хотел бы начать с мусора на республиканской трассе. Мы неоднократно говорили об этом, пока все мы понимаем, что эта трасса общая, проходит через наши районы,
но в местные бюджеты не заложены суммы на уборку этой трассы. Однако нам приходится каждый день убирать территорию для нас большую, это от Бзыбского моста до Ишеры, включая город Новый Афон. Да, справедливо, в этом году, даже после войны, такого количества отдыхающих не было, как в этом году. И вместе с этим и возросло количество мусора. Если мы один раз в день трассу убирали, сейчас приходится, особенно ближе к Новому Афону и район города Гудаута, 3 раза в день убирать. То есть у нас всего 5 машин. Я сейчас не хочу говорить о том, что не хватает автомобиля и тому подобное и так далее. Но считаю нужным заметить, что эту проблему надо решать. Или Автодор будет убирать трассу, или район будет убирать. Вот. Это первое. Насчет энергопотребления, это проблема не только Гагаринского района. Сегодня-завтра она встанет и перед Гудаутским районом. Поэтому мы вышли с предложением к Черноморэнерго, чтобы они без согласования с администрацией не выдавали тех условий ни гостиницам, ни другим предприятиям. Потому что в последнее время кое-где ведется незаконное строительство, кто как подключается, нам пока непонятно. Но эту проблему решим совместно с Черноморэнерго. В городе Гудаута открылся завод по выпуску труб для воды разного диаметра. И используя эту возможность, мы начали в некоторых селах, там, где мы можем своим бюджетом проводить воду, где-то 5 километров, где-то 3 километра, где-то 6 километров, то есть эту работу мы выполняем. Я хотел остановиться на другой проблеме, которая встанет перед всеми нами, и если мы эту проблему не будем сейчас решать, мы начали изучать состояние школ в районе, состояние медицины в районе, естественно, с Министерством образования и Министерством здравоохранения. У нас бюджет города Гудауты, Гудаутского района составляет 159 миллионов. Из них 154 миллиона только уходит на образование. Это вместе с детскими садами. Я понимаю, что сегодня одним махом нельзя решить эту проблему, но если, я не знаю, кому-то не нравится слово «оптимизация», но если мы не будем делать оптимизацию, если мы не будем программу составлять по реформе образования в районах, с такими темпами мы далеко не уедем. Есть школы в районе, содержание одного ученика обходится где 161 тысяча рублей в год. Это где 12 детей учатся, 15 детей учатся. Есть школа, где содержание около 500-600 детей учатся, содержание одного ученика обходится в год 13 тысяч рублей. Уровень образования оказалось, что где 13 тысяч ученик обходится в десятки раз выше, чем где 161 тысяча рублей обходится. И это болезненный вопрос, мы все прекрасно понимаем. Нельзя, говорят, в селах школы закрывать. Я тоже согласен с этим, но реформу необходимо делать. То же самое происходит и с медициной. Люди жалуются, что Гудаутская больница не открывается. Она по плану должна открыться в ноябре. Почему-то не были заложены туда оборудование для медицины, то есть это рентген, кабинеты и тому подобное и так далее. Сейчас это все завозится. Сегодня ровно месяц прошел, как у нас было наводнение. Предварительная оценка нанесенного ущерб, который понес наш район, составляет порядка 10 миллионов рублей. Для бюджета с доходной частью 42 миллиона, это свыше 25%, как вы понимаете, нам очень тяжело. Ситуация осложняется еще тем, что мы-то понимали, что у нас плохо, в конце концов,
то там дороги плохо убираются, канавы не в таком состоянии. Но вот не предварительно, а анализ, проведенный всех этих работ, вывел нас на такие цифры, что если мы это не сделаем сегодня-завтра, в ближайшие дни, то мы не застрахованы от еще худших проблем, которые могут у нас возникнуть. Я имею в виду в виде дождей и так далее, и так далее. Что касается, тут коллеги говорили, что касается сферы образования, да, точно такая же проблема у нас в Сухумском районе. Но я считаю, что к этому вопросу надо подходить совместно с Министерством образования и проводить, до того, как принимать решения, нужно в этих деревнях проводить соответствующие работы. Я говорил об этом министру образования, мы готовы выходить в села и объяснять. Что касается экономической составляющей в Сухумском районе, конечно, она тяжелая, потому как, да, у нас там идет 93%, по-моему, выполнения плана по налогам. Но почему мы не выполняем налоги? Потому что бюджетообразующими у нас являются 2, 3, 4 организации. Пользуясь случаем, я хотел бы попросить коллег с Кабинета министров, когда составляется план, такие организации, как Абхаз-Берегозащита или Абхаз-Стоп, мы должны иметь четкое понимание, что вы туда вкладываете, какие цифры. 330 миллионов в этом году Абхаз-Берегозащита должна была провести работы. На данный момент выполнила где-то порядка 13 миллионов. Соответственно, сколько мы от них недополучаем. И в этом смысле выполнение там плана или недовыполнение на 7%, мы вынуждены, как-то, я не знаю, как вы сказали, Раум Джунгович, трясти другие организации. Не только организации, искать дополнительные. Мы практически уже вытрусили, извиняюсь за выражение, Сухумский район. И чтобы подвели мы под ту базу, которая позволила бы нам производить все соответствующие платежи. Мы заплатили всем учителям за первый квартал. Мы провели отчет по исполнению бюджета Гальского района. По показателям у нас перевыполнение на 12%. По динамике с прошлым годом повышение 120%. Самые лучшие показатели по сбору налога на землю. Мы за полугодие собрали на 51% больше. Я хочу сказать, что, как вы правильно подчеркнули, никакого повышения налога вообще не было. Да просто мы нашли возможность, изыскали ту налогооблагаемую базу, которая раньше была скрывалась, умалчивалась, не говорилась. И согласно инвентаризации, я думаю, что наши показатели к концу года будут увеличены в 2 раза по тому же налогу на землю. Будем обращаться к вам и обращаться в правительство с тем, чтобы все-таки определиться с подоходным налогом для тех на следующий год, для тех, которые имеют там, у нас есть латифундисты по 2-3 гектара земли и не платят кроме земельного налога ничего. Если эти вопросы будут решены, я думаю, что нам нужен рывок провести и кардинально изменим ситуацию в лучшую сторону. Но это как бы будущее. А в этом году по всем показаниям, кроме налога на прибыль, единственный налог, который мы не выбили, налог на прибыль не выполнили из-за того, что сотовая компания Амубайл показывает второй раз отрицательный бюджет, и там показатели, к сожалению, плохие. Бюджет Гуль-Липецкого района перевыполнен. Сегодня у нас проходит актив по итогам 6 месяцев. Местный бюджет выполнен на 108%. Если включить сюда еще июль месяц, это порядка 110%. В цифровом измерении это 2,5 миллиона. Чтобы было понятно, 2,5 миллиона для Гуль-Липецкого района – это приличная сумма. Мы от курортной сферы, которая нам сейчас создает массу проблем, на сегодняшний день получили 34 тысячи налогов. Скажу, почему такая ситуация. У нас нет ни одного курортного объекта, который являлся бы базовым объектом. Все отдыхающие приезжают в частный сектор. В частный сектор мы с налоговиками несколько раз обговаривали эту ситуацию. Люди просто в дом не пускают. А то, что касается Агудзеры, это многоэтажные квартирные дома. Люди говорят, что к ним приехали гости, к ним приехали друзья, к ним приехали их дети с внуками. Очень сложно изымать этот вид налога. То, что отдыхающих много, это говорит о том, что можно выйти на пляж, можно посмотреть. Если трасса передана
республики, чтобы трассу они убирали, то внутри района у нас одна единственная Сузуки имеется, которая работает 12 часов в сутки, остальные 6 часов под ней лежат, там 2 водителя ремонтируют. Одна единственная машина, которая вывозит мусор. Очень сложная ситуация. У нас недавно Кодор вышел из берегов, затопил участки. Мы с премьер-министром выезжали на несколько участков, там определили сумму ущерба, по минимуму ее определили, эту сумму ущерба 133 тысячи. Я писал кабинету министров, но одну из частей, половину суммы я самостоятельно выплатил из тех сумм, которые у нас дополнительно мы получили средства. То, что касается жилищно-коммунального хозяйства, мы, потому как у нас бюджет всего лишь составляет 138 миллионов, у нас нет возможности проводить какие-то серьезные мероприятия в районе по дорогам, по жилищно-коммунальному хозяйству. Но из этих 1,5 миллиона, что мы получили в первом квартале дополнительно, с разрешения собрания, мы провели ремонт в 5 домах агудзерских, подвальных домах, полностью сделали ремонт, заменили трубы, поменяли, все, что необходимо, там поменяли. Провели за счет своих средств 2 дороги в порядок, более-менее надлежащие порядок. Мерхиульская дорога, о которой говорилось, и дорога, которая ведет к спорткомплексу. Мы дорогу делаем за свой счет, но берем, оплачиваем средства только бетона. Все остальное делаем хозспособом. За 6 месяцев текущего года ни одного серьезного правонарушения в Гулибском районе не было по отношению отдыхающих. В каждом месте, где у нас собирается большое количество отдыхающих, выставлены сотрудники милиции. Это касается и санатория Ассер, это касается берега, где отдыхающие отдыхают, там, где кафе, рестораны. Что касается образования, мы проговаривали эту ситуацию. У нас в плане одну школу, мы ее не закрываем, она сама фактически закрыта, эта школа. Мы просчитали особого бюджет прибыли от этого, то, что мы этой школы закроем, не будет, если там учесть то, что будет автобус ездить, возить туда-обратно детей. Но суть не в том. Суть в том, что дети, которые, 12-10 детей, которые находятся в этой школе, у них 1-2 педагога, которые и химию не знают, и физкультуру не знают, и то не знают. Дети там оказываются вне зоны нашего образования. Другое дело, когда говорят, закроем школу, надо людям объяснять, что мы не оставляем их 1 на 1 со своими детьми, мы их будем доставлять в другие школы. В этом году количество отдыхающих в Ачимчирском районе на самом деле заметно увеличилось. Практически на 100% заполнена гостиница, санаторий или пансионат в селе Кондор. Возможности его составляют 400 койко-мест. Практически даже по селу в частном секторе количество отдыхающих чуть более 300 человек. Такая же картина наблюдается в селе Тамыш. Там тоже была турбаза, многие здесь сидящие и присутствующие знают. Отдыхающие, там тоже разбили палаточный городок, количество составляет чуть более 80 человек. И ситуация в городе Ачимчира, в самом городе, тоже количество отдыхающих на сегодняшний день, по нашим таким простым подсчетам, составляет около 300 человек в городе. И строятся и частные гостиницы, дома частные, оборудуются в гостинице и тому подобное, что нами всеми это будет в итоге приветствоваться. Увеличивается количество туристов, которые заезжают в Илорский храм, посещают Мукский храм и, естественно, нашу пещеру в селе Отап, Браскил. Там открывается, сейчас есть попытки, давно она функционировала, но надеемся на то, что с будущего года уже в полном объеме будет работать и вторая пещера, там идут строительные работы. Что касается земельных отношений, вообще развития сельского хозяйства. Около 4000 гектаров сегодня земельных угодий находится в аренде. Практически можно сказать, что из этого количества арендных территорий бюджет не получает ничего, абсолютно ничего. Очень плохая ситуация в плане энергоснабжения и по платежам за потребленную электроэнергию. Поэтому тоже в ряде сел, мы сейчас села посещаем, в ряде сел отсутствуют столбы, линии устарели и тому подобное. Удручающая картина с сельскими школами. Здесь я поддерживаю тоже нашего коллегу, но вы все прекрасно понимаете, уважаемые присутствующие, уважаемый Рауль Джумкович, школа это, знаете, очаг, единственный очаг для сохранения наших сел. Безусловно, нужна реформа. Но я категорично не согласен с тем, что если даже в ряде школ,
где есть 15, 16, 17 детей, образовывать начальные только классы, мы должны просто-напросто на самом деле оптимизировать. Есть такая практика, просто нашему министерству надо разработать уже отдельные программы по таким школам, потому что, знаете, люди даже частные школы создают, где учатся там 15, 16 или 20, 25 детей, на них хватает 2-3 педагога. Это зависит от качества подготовленности наших педагогов. Система власти, она должна быть направлена на решение конкретных задач. Все, что связано с освобождением, назначением, перемещением, ротацией и тому подобное, думаю, какие бы здоровые идеи не появлялись у республиканских органов или, скажем, местных, мы должны это все делать сообща. У нас был случай, вот буквально на днях, год тому назад мы назначили в школу-интернат директором, а вот через год мы ее освобождаем. Лучше не назначать, потому чтобы через год ее не освобождать. Надо с этими людьми тоже работать. Мы должны заниматься воспитанием кадров. Что касается налогов, у нас не выполняется налог на прибыль, на НДС, а все остальные виды налогов выполняются и перевыполняются. Но эти цифры нас не могут утешать, потому что выполнение у нас идет за счет погашения задолженности по фирме «Ткварчалуголь». Долгов по заработной плате на сегодняшний день у нас нет. Выплачиваем мы заработную плату бюджетникам повышенную, за исключением учителей и медиков. Но за счет дотации мы заплатили отпускные и заработную плату за июнь. Пользуясь случаем, я хотела бы попросить Министерство экономики по фирме «Недроресурс», это те, которые с теми мы подписали договор по разработке доломита, если возможно, устроить совместную встречу в Министерстве экономики. Я думаю, что у них тоже есть проблемы, есть о чем поговорить. Мы завершили инвентаризацию земель. И выявлено 500 гектаров неучтенных общественных земель, где сегодня выращиваются многолетние культуры. Но я думаю, что это не предел. Наверное, если поработать, мы выявим еще больше. В городе у нас нет перебоев с электричеством. И, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить руководство Черноморэнерго. Они оказывают всяческую помощь нашим селам в плане ремонтов, трансформаторов, подстанций и так далее. Но с оплатой, конечно, у нас тоже плохо. Мы предупредили жителей сел, дали срок им до конца августа, но обещали заплатить. Что касается вот этих вот объектов по доломиту и возможностей, которые могут быть предоставлены Ткварчалу. Там по углю в свое время принималось решение. Я думаю, нет разницы, я здесь не вижу никаких опасностей. Все равно эти деньги, которые мы в качестве дотации потом опять отправляем в те или иные районы, зачем это делать, когда у города есть возможность заработать самим? Давайте продумайте этот вопрос. Лако беемя квака на улаку зим суиказ хумяк я ирамви наркнам шина канзе адзцарта квахрцки шина пшаха зиги лашара ла хвичи я ирамви плитка квахци иqazat бги маджзем меканакала кишуй бебш лашара ла шахта хуя поршам насет рубаквая иссишны она рай пивот избанзер зиграм таци хазигикоп хабука хажзум ярам тшуку яхбот насри яха шукр гуяна гозр qalab بمكان правительство цкейзишукум глазр qalab яги хаха сера раджил хубшра хахуб шусхер хунис харстахуб وخب صوزر الدنيا تشوفه процесска يا أخي بس على زجرة حتى قل زعشان ودوز أبرح حام تياكفيد يا أخي دولار جيقنا تجبوت أمعات زنزا أخو متزمك غير يجوب يا أخي زجيب
иара налог шәеицәагьы зегьы зышьҭоу иҩны долларк аахәаны убри ала ԥарак ҳарҳауазар ҳәа иаҿуп, убригьы даара иаҳԥырхагоуп, ахы уи нкылашьа амаӡам, избанзар уаҵәы ирымоу амааҭ зынӡакы иаԥсамкәа иаанхар ҳәа ишәоит. Иахьа Урыстәылагьы аҭагылазаашьа шыҟоу збоит, ус Аԥсны иацхрааратә аҭагылазаашьа рымаӡам, абарҭ исҳәоз апроцессқәа рзыҳәан, уаагьы дара иаауа ҳахьрацәажәо, аԥсшьаҩцәа ҳахьрацәажәо, иара абри ачымазарақәа рыхҟьаноуп, ҳауаԥсахра азоуп ҳзаауа акәымзар, ҳҭагылазаашьа даара иуадаҩуп, ԥсшьара ҳцаратәы ҳаҟаӡам ҳәа абас зҳәо даара ирацәоуп. Зегь реиҳа ихадоу уажәы ақалақь апроблема сара избо, ирацәаӡаны иааит ақыҭақәа ирылҵны нхара иааз ишыжәдыруа еиԥш ирацәоуп. Уи ганкахьала ибзиоуп, рызегь иааз ҳажәлар роуп. Иахьа ауаҩы аҭаҭын ааихәот, шәмааҭк инеиҵу, шәмааҭк есышны иааихәот аҭаҭын. Зегь мааҭ иркуагьы убап. Аӡы ԥшьмааҭк иркуот мызкы, убри ԥшьмааҭк ишәар иҭахӡам. Иахьа абри ашықәс аҩныҵҟа ауаартәы сҳәом, уи ныжьны ҩнык аҿы ԥшьынажәаба квартира ахьыҟоу аҩнаҿы 5% роуп изшәо аӡахә, амусорахә, агәамсам ақәгарахә. Уигьы ԥшьмааҭк роуп иҟоу. Абри ашықәс аҩныҵҟа аӡымацара аорганизациақәа ирықәуп, ирымшәаӡацкәа иҟоуп ҩажәа миллион. Наргиз ақәҵара иҟашәҵаз инақәҵаны ҳақәныҟәаны иахьа абри оптимизациа иҳаҩсыз амчыбжьы азҳалгеит, хәҟәшак администрациа иҿыҟаз зынӡа еиқәаҳгеит. Инхеит абыржәы иахьа уаҵәы иҳаӡбоит иахтклуб азҵаара, уигьы уанас ахәыҷқәа ахьазыҟарҵо иаадхны, уи хазы аԥара ҳшәо, агьыс иара иахҭақәа иахьа амшынаҿ унеир, абас аԥсшьаҩцәа дыргатаҩ дықәуп, абюджет аҟынтәи зегь 5 миллионк раҳҭоуп. Убраагьы 5 миллионк абюджет иазынхаратәы иҟаҳҵар ҳалшоит. Агьыс аиҭакрақәа иҟаҳҵаз ирыбзоураны 1 миллион иахьа абюджет иазынхаратәы иҟаҳҵеит. Уи нас ауаа амцхә ахьыҟақәаз иахьакаҳархаз ыҟоуп, иҟоуп хыџьара ԥшьыџьара ауалафахәы ахьроуа, иҟоуп ауааԥсыра шәнызқьра аҟынӡа абарҭ хыџьара ԥшьыџьара руалафахәы анахәаԥшлак шәнызқьра аҟынӡа ауалафахәы змақәа ауаа ҟаны абарҭ зегьы ихьҳармаҷқәа зыҟоуп, нас аҭыԥаҿ ихнаҳгаз ыҟоуп. Зегь реиҳа ихаданы избо азҵаара иахьа ҩнызқьи фышәҩыкы ауадақәа ҳҭахуп ҳәа ашәҟәыла иҭагалоуп. Убарҭ рҟынтәи хышәҩык, хышәҭӡа аинвалидцәа роуп, аинвалидцәа иҭахаз рҭаҳцәа. Убарҭ ҩнызқьи фышәҩык рызҵаара ҳаӡбаратәы иргылатәуп ԥшьынажәаба квартира змоу аҩнқәа уаҳаргылозар жәытазкла еихагыло ҩажәижәба ҩны. Уи иахьа ҳара иҳалшаӡом. Убри аҟынтә иахьа сыбжьы заҳауа адепутатцәа рахь схы нарханы исҳәар сҭахуп, ҳара абри ауадақәа аҩнқәа ргыланы аҭира абри азакәан аныҟаҳамҵа апроблема ари ҳзыӡбаӡом. Аҳәынҭқар рҩыза апроблема зыӡбаӡом.